А сегодня в Сыктывкаре стартовали соревнования по спортивной борьбе. Их посвятили памяти Анатолия Пошивалова. Заслуженный работник спорта России скончался в феврале этого года. В поединках сразились более 50 юношей до 24 лет. На турнир в столицу Коми они приехали со всей республики. Виктория Денисова продолжит. Степан Андрусенко приехал на турнир из поселка Кожево, что в Печоре. На ковре он в красном. Борьбой молодой человек занимается с 6 лет. Сегодня ему 21. Позади десятки соревнований, вместе с тем и наград. Среди них победа на чемпионате Северо-Западного федерального округа. Я очень сильно устал. Пошел не по плану, думал, по-другому будет. Получилось как всегда. Все хорошо. Соперник тоже был неплох. Я с ним раньше боролся. Он с каждым разом все прибавляет и прибавляет. Республиканские соревнования посвятили памяти заслуженного тренера России Анатолия Пошивалова. Он взрастил не одно поколение титулованных спортсменов. Многие из них впоследствии стали его коллегами и друзьями. Среди воспитанников – любимый внук Даниил. Анатолий Николаевич впервые вывел его на ковер, когда тому было 4, будучи уверенным – его дело продолжат. Всю свою жизнь до последнего дня он посвятил этому виду спорта. Считал его во главе всех видов, конечно же. Считал, что это не просто борьба, где побеждает сильнейший. Говорил о том, что там нужна и голова, надо всегда думать наперед, соответственно, чтобы добиться результата. На турнире собралось более 50 участников. Сыктывкар, Печора, Ухта, Визинга, Инта, спортсмены из Кирова. Участвуют юноши от 18 до 24 лет. Борются в 10 весовых категориях – от 57 до 125 килограммов. В этом году это республиканские соревнования, а на следующий год уже будут постоянные всероссийские соревнования с участием многих регионов Российской Федерации, где будет присвоение почетного звания мастер спорта. Но это через год. В октябре начнутся всероссийские соревнования, посвященные памяти судьи международного уровня Авива Аникина. Такого же уровня чемпионат для вольников пройдет и в декабре. Виктория Денисова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.